Ассаламу алейкум. Программа «Неделя» подводит итоги прошедших 7 дней. В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем в выпуске. 1000 рабочих мест и больше 300 реализованных проектов. Фонд имени шейха Заида отметил 5-летие со дня открытия в Чеченской Республике. Чеченская Республика – образец и пример в работе с детьми. Об этом заявила уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка во время рабочего визита в регион. Та сердечность, с которой воспитываются ребятишки с инвалидностью, с какой душой все к этому относятся. Очередной конкурс чтецов Корана прошел в медресе имени Ташу Хаджи Аль-Индари. Соревновались 22 муталима. Больше 100 картин, рассказывающих о красоте окружающего мира. В Грозном прошла персональная выставка чеченского художника Зилавди Яшуркаева. После каждой картины приходит опыт. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Умар бин Хаттаб, бушубнех, пачаху хилвал Умар бин Хаттаб хуэл, хаусал шу дуанех лехцу хуэл, цаллик цауз, сейдахарях, диндол дуан, жуаб хилхар эл, غيرني خير واسر شاء الله عمره سعوز شيء داخل دين دول دعنا جوب خل حار ال غيرني خير واسر شاء هون قال شو بو عمره شيخ له الغيق دع در يربوتو شيخ له الغيق دع خل يرشي هون قال شيء دع در دكتسن شو دكتسر مدى ترشين يديتر مدى ترشين شيان دع جوب دل لي انتون دا تعبوه. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Фонд имени шейха Заида отметил 5-летие со дня открытия в Чеченской Республике. За этот короткий срок при поддержке организации создали свыше 1000 рабочих мест. Профинансировано больше 300 проектов в сфере малого предпринимательства и инноваций. Поздравил юбиляров глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он наградил сотрудников компании. Подробнее в следующем материале. В этой вертикальной ферме зелень может расти без земли и химии. Здесь свой микроклимат, в котором все экологично и растения не подвержены болезням. А управлять всем можно через приложение на смартфоне, даже будучи за 1000 километров. Green Bar – уникальный инновационный проект, а поставки давно вышли за пределы России. Мы уже продаем оборудование в Арабские Эмираты, также продаем оборудование в Оман. Да, также по Российской Федерации у нас есть продажи, Казахстану. Мы даже можем с гордостью заявить, что такая же установка наша стоит в управлении делами президента. Этот и еще более 300 проектов реализуются при финансовой помощи фонда имени шейха Заида по поддержке предпринимательства и инноваций. Создано свыше 1000 новых рабочих мест. Фонд работает в Чеченской Республике уже 5 лет. Поздравить их с первой круглой датой прибыл глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. 1000 рабочих мест экономика, бизнес занимается очень из бизнеса чего мелочен завод дела фабрики из рабочих мест есть республики на мелодок рабочих мест так вот 1000 рабочих мест говорили любой крупный проект завод кирпичный завод сахарный завод любой завод есть десятки миллиардов ашт в школу и 1000 рабочих мест так солдат. Так малый средний бизнес из не своей республики дуня джаю востребованы фонд айвелчена خدوجا والله سيدني بيزنس زيوات ديم اشوديش دون خدادو لوردر داست يا بول بيز بر دون ادول لوردر دون سونا هايتر دون 1000 سيميا دون بول بيش خلج سان чузар пладох خلج كي чуел дон 97% проектов на рассмотрение خلج كي чулуш خلج чулуш шайши дон шаш дон отрабатывает дон хаус модели что дон любой проект хай она киячи del чавот муази дон сеше рентабельность свою мою удавали массумацию хлди что обоснование хлмаизм даст фонд
Веллошна, Баркилдерис, Флаля. 1 миллиард 700 миллионов рублей – общая сумма финансирования проектов за все годы работы. Предприниматели благодарят за создание в республике условий для свободного развития бизнеса. Рисоперерабатывающий завод и Ина, Вайда. Халас колес, Валба, Беш, запас стоял вот сырье, яйцо. Локается, Валба, Дюдеча. От 1500 до 2000 сразу закупя, спать, воды, вот дубдует сырье. И отсюда я хинца, при аренде лет на счет. До 1000 гектаров. Пошар даю, что то ин дойло практически. Дубли пошар, диез мелладо. Щедренькая. 260 тысяч, Новогродная, 1000 с лишним гектаров, чакал все то. И чего, это дуется, обязательно банки, проблемный дочь. Процент стахилер соунаха, вышта, инсборд, закуп, юсая, джимю, оза, еще кастек, чего удобный фонд, дюд, весь хилхан, фонд, оххила, цундела, хин, хушер. 2 раза рабочие места, Глава республики наградил Адама Черхигова, генерального директора фонда, орденом Кадырова за содействие в поддержке малого и среднего бизнеса. Награждается орденом Кадырова Черхигов Адам Рамзанович. Еще несколько сотрудников фонда награждены почетными знаками за трудовое отличие, почетными грамотами и благодарственными письмами главы Чеченской Республики. В отличие от других финансовых организаций, фонд работает по нормам ислама. Рассматриваются проекты с суммой инвестиций до $1 миллиона. А для всех желающих проводятся тренинги по основам предпринимательства. Обучение прошли больше 3000 человек. Шамиль Эрсанбиев, Моусар Даудов, Аслан Рисхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики отметили День социального работника. Праздничное собрание посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он поздравил всех собравшихся и отметил, что профессия соцработника является значимой, уважаемой и благородной. Здесь же глава региона передал документы на квартиры. Новое жилье получили 133 детей-сирот, а 400 инвалидов и 200 ветеранов получили сертификаты на сумму около $1 миллиона рублей каждый. Рамзан Хаджи Кадыров вручил государственные награды и почетные грамоты отличившимся социальным работникам, а министр труда, занятости и социального развития удостоен почетного знака за трудовое отличие. Награду получили и сотрудники отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике. В рамках двухдневной рабочей поездки Чеченскую Республику посетила делегация во главе с уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. С гостьей встретился глава региона. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что в Чеченской Республике особое внимание уделяется вопросам укрепления института семьи. В этом году построили 140 домов для малоимущих и вручили 130 квартир детям-сиротам. Он поблагодарил делегацию за визит и выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа позволит другим регионам перенять положительный опыт Чеченской Республики в защите детей. Посмотрела статистику, которую мне показали, с нулевыми показателями, что у вас не сирот, что у вас там нет алкоголь-зависимых детей, которые совершают правонарушения. Я честно подумала, что не может быть такого. И тут я приехала и реально увидела, что у вас все так на самом деле и есть. И та сердечность, с которой воспитываются ребятишки с инвалидностью там, в центрах, где реабилитацию они проходят, и с какой душой все к этому относятся. Но по-настоящему это заслуживает большого уважения, и для меня большая честь сегодня это все увидеть, на самом деле. Спасибо большое, что вы приехали. На самом деле институт семьи – это самое важное в жизни, да, и человека, и мира, и государства. Как ты будешь создавать семью, и так и будет продолжение, да, развития города, региона, государства. Да. Мы очень много обращаем внимание, да, на это. Мы воссоединили, да, 2300 семей. Это 20 тысяч мероприятий, да, проведенные, да, 5000 детей.
вернулись к своим мамам, папам дома. Мария Львова-Белова посетила Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и психоневрологический центр лечения и реабилитации детей. Осмотрела все 10 отделений, где детям оказывают физическую, психологическую помощь и развивают творческие способности. Вопросы региональной медицины обсудили на встрече Рамзана Хаджи Кадырова с министром здравоохранения Чеченской Республики и помощником главы региона. Об итогах пятидневной рабочей поездки в Москву рассказал руководитель Минздрава Сулейман Ларсанов. В столице страны он встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и его заместителями. Полностью министерство, департамент уровень знаний, понимания и чек У нас была командировка в Москву. Встреча состоялась с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Сани, где проходили мы тестирование сдали хорошо. Встреча также проходила с 13 директорами департаментов. По итогам недельной рабочей поездки были обозначены те проблемные вопросы, которые имеются в нашей республике. Это первое, это проблемы с информатизацией, диспансеризацией, профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, углубленная диспансеризация, COVID перенесено больной, наблюдение в достаточном объеме и вообще это направление. Министр здравоохранения рассказал о положительной динамике по многим вопросам. Он поблагодарил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова за оказанную поддержку в оснащении медучреждений оборудованием, техникой и медикаментами. Фонду имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, президент фонда Айман Несимс, что касаемо лекарственного обеспечения, медицинского оборудования, больных, тяжелых, которые нуждаются в оказании высокотехнологичной помощи. Пользуясь случаем, в медресе имени Ташу Хаджи Аль-Индари прошел конкурс на знание 7 джузов священного Корана. Соревновались 22 муталима из этого же учебного заведения. Победителям и призерам приготовили подарки от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мутаалимы медресе имени Ташу Хаджи Аль-Индари показывают знания уже 7 джузов священного Корана. Конкурс проводится ежемесячно с августа 2021 года и посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. وصلوا دا ساق أبو دلتر وصلوا دا له هنأ طبعا مكشل إيمان ولا هو ديق شكشنا دق هو دق حيش وحيق روشنا إشتا حجة ديركت أنزل عجنا دق بركل ديرس الله لا ونا قاستنا ويلار من باتش رمزان عجنا دق بركل ديرس الله لا ونا. Участвуют 22 мутаалима. Все они с усердием пытаются соблюдать главные критерии оценки жюри: знание аятов наизусть, правильное произношение и соблюдение правил таджвида. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Самый знающий среди юных мутаалимов оказался Магомед Халидов. Он получил почетную грамоту победителя и денежное поощрение от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. نجح خلص الكونكورس يقابل إشت مس شغال فرصة صديقتان بيرو مس تحقيقس. Остальные 4 призера тоже не остались без внимания. Они получили конверты с деньгами и почетные грамоты. أحمد عشيت أرخيل دال غازة قابل دولسن دحلة وبتشها فنديرة هورز أختن شتايت أقبل سبيت شايت إشت خزة بيري سمو ديت أشتلو صوغت شتايت شا إشت أتصوغت شا أقملا شيء كيجي غدري تر وتير سمو أدولش ووشي قيسا لوش
Руководство медресе планирует проводить такие конкурсы, пока муталимы не выучат священный Коран полностью. Мухаммад Джамалейла, Арбит Чакаев, Асан Исхаев. Неделя. 625 детей со всей республики получили возможность пройти профильное обучение на площадках «Кванториум», IT-Куб Грозный, «Сфера» и Республиканского эколого-биологического центра. Летний лагерь для юных учеников открылся на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». С помощью опытных педагогов дети отправятся в мир науки и познакомятся с профессиями будущего. Сюжет Мухаммада Джамалуллейлы. Летний лагерь «Большая перемена. Время новых возможностей» открыл свои двери для 625 детей. Здесь учащиеся школ со всей республики. Пожелать удачи в обучении приехал заместитель министра образования и науки Чеченской республики. Здесь будут проводиться уроки с использованием современных средств обучения и, конечно же, с использованием современных методов обучения. Я хочу поздравить всех родителей, учащихся, педагогов с открытием данной площадки и пожелать вам всем удачи и успехов. Летнюю школу юные ученики будут проходить на базе республиканского комплекса общего дополнительного образования «Квант». Дети разделятся на две смены. Первая с 6 по 30 июня, вторая с 18 июля по 10 августа. За это время они научатся многому, начиная от игры в шахматы до изучения ботаники. Детский технопарк «Кванториум», IT-Куб Грозный, Центр творческого развития детей «Сфера» и Республиканский эколого-биологический центр. Каждый выбрал свое направление. Обучать детей будут 25 педагогов-специалистов. У нас почему такие интересные программы? Потому что, во-первых, каждый год мы должны, стремительно расти, именно стремительно, смотреть на интересы детей и запросы детей, и вызовы времени. Поэтому мы, исходя из этих запросов, действительно все программы предусмотрели именно в таком формате. В первую очередь здесь будут знакомить ближе с профессиями будущего. По окончанию летнего путешествия в мир науки дети получат сертификаты о прохождении обучения и большое количество знаний и впечатлений. Мухаммад Джамалейла, Муса Даудов, Асан Исхаев. Неделя. О целях и задачах проведения специальной операции на Украине рассказали сотрудникам Министерства транспорта и связи Чеченской Республики. Встречу организовало Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Эксперты разъяснили, что бойцы защищают не только население Донбасса и Украины, но и религиозные ценности. يوعن دودة يشوش يكأنتن دودة يشوش يوقع تعخيل شعبابا غز ما يشر بوسا ودنيا وقتا قوتي دع ديوزيش يشتخيل ما داتيز حاي شعبا دويزن دولة يشخيل محكرا هما ما غير دات اوتش حالت ابيع هوك دنيا انت عميان دولهم إزابت يهم شمو يطان أمريكان يبات شعرش ميتا يوكوش تو تعيال دولهم شين زيادة الشر وز أمريكس بولدو يتيرهم تدخل هون يتير بتالي يعني هو ناتقي Heinz van bakwalanus, Ameriksia, Европа van багач миру, Африка тиешнес van багач, Кибеш путиш, именно в историю, а еще агрессивный хуйтериен шеш кваланюк ината. Заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид Магомед Баширов отметил большой вклад чеченских бойцов в защиту культурных ценностей. Наши братья, наши отцы, наши близкие. Они, конечно же, выполняют приказ Верховного Главнокомандующего, но и защищают нашу с вами веру, нашу священную веру, ислам, наши религиозные ценности, наши культурообразующие ценности. Они, наши братья, защищают наш уклад жизни, нашу мораль, нашу нравственность, которая воспитывалась предыдущими поколениями. Персональная выставка начинающего художника Зилавди Яшуркаева прошла в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Представлено свыше 100 картин различных стилей и направлений живописи, на которых автор изобразил красоту родного края и не только. Посмотреть на работы пришли его друзья, коллеги и все, кто интересуется этим видом искусства, в том числе и наша съемочная группа.
Краски, чистый лист, а также талант и желание творить искусство. Это должен иметь при себе каждый художник. Зиламдия Шуркаев только начинает писать картины. Свой творческий путь он начал с 2020 года. Его первыми работами стали портреты коллег, затем пейзажи родного края. С каждым разом, после каждой картины приходит опыт, осознание того, что ты делаешь, более детально получается, более качественно. И сам критически относишься к тому, что ты делаешь, и начинаешь над собой работать. Первую персональную выставку из 50 картин художник провел 5 октября 2021 года. Вторая же приурочена ко Дню России. В экспозицию вошло более 100 картин с главными достопримечательностями республики. И не только. Масляная картина «Белые розы» написана в стиле мастеров эпохи Возрождения. На ее создание у автора ушла неделя, но именно она стала любимым произведением художника. Разглядел в картинах ноты повседневной жизни председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Я первый раз вижу, чтобы так много картин было на одной выставке. Картины очень разные, здесь есть и пейзажи, есть здесь и городская инфраструктура, религиозная тематика. То есть мы видим, что художник обладает такой широким взглядом на вещи, само понимание мира. В музей имени Ахмата Хаджи Кадырова прибыло много посетителей, в числе которых коллеги по работе и близкие друзья художника. Я пришел на эту выставку, я давно знал об этой выставке, я знаю и лично автора каждой этой картины. Зияуди настолько утонченная натура, и если вы бы знали предысторию каждой этой картины, вы бы полностью прочувствовались. Вы поняли суть человека. По картинам можно, по любому произведению, можно судить человека, потому что когда он творит, он вкладывает часть себя, часть своей души. И, соответственно, здесь сотни картин, и вы можете видеть сотни частей души Зияуди. Подобные выставки у подрастающего поколения будет зарождаться любовь к родине с малых лет, так как и это все хотел описать в своих картинах наш сегодняшний виновник, так сказать, торжества. Студенты медицинского колледжа тоже не остались в стороне и пришли посмотреть на картину художника. Я бы хотела выразить благодарность за возможность посетить личную выставку Зиламдии Шуркаева. Я просмотрела множество его картин, и больше всего мое внимание зацепило, и мне понравилась картина «Мекка». Понравилась она тем, что она посвящена и связана с моей религией, посвящена, и особое внимание концентрируется на главной святыне всех мусульман. Выражая благодарность всем посетителям выставки, автор призывает молодежь интересоваться искусством и самим создавать его. Седа Хасиева, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Власти Саудовской Аравии запретили вывозить воду Замзам из Мекки, а в Бразилии все больше людей принимают ислам. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Отныне вывоз священной воды Замзам из Мекки под строгим запретом. Такую директиву выпустило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. По заявлению правительства, нарушение данного постановления повлечет за собой принятие правовых мер и привлечение к ответственности. Исламский мир осудил индийского депутата за оскорбление пророка Мухаммада, мир и благословение ему от Аллаха. Безнравственный акт произошел во время телешоу, где чиновник допустил колкие высказывания в адрес лучшего из творений. Верующие со всего света выражают недовольство этим инцидентом. В Бразилии люди активно принимают ислам. На сегодняшний день их численность превышает 500 000 человек. Большинство из верующих приходят к этому решению самостоятельно. Один из новообращенных построил мечеть, назвав ее в честь подвижницы Сумайя бин Хаят. По заявлению мецената, в эту святыню может заходить и знакомиться с религией каждый желающий. Мусульманская община Нью-Йорка провела благотворительную акцию. Волонтеры раздали более 260 банок молочной смеси нуждающимся семьям и приютам для новорожденных. Дефицит данного продукта возник из-за закрытия крупнейшего завода Америки. Добровольцы также занимаются поиском решения сложившейся проблемы. Ежегодно в США проходит награждение офицеров полиции за выдающееся рвение и лидерство при исполнении служебных обязанностей. На этот раз такой чести удостоен мусульманин капрал Али Хамза из Дерборна. В торжественной обстановке Ассоциация полицейских штата Мичиган вручила ему награду. Таким образом, в ведомстве отметили его заслуги в сфере борьбы с преступностью и правонарушениями. На этом у меня все.
Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации организовало фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики». Он посвящен Дню России. Гостям представили программу с музыкальными композициями представителей национальностей, живущих в регионе. Главная задача такого фестиваля – укрепление дружбы и единства народов. Подробнее в следующем материале. Ежегодно 12 июня по всей стране отмечают День России. Это праздник свободы, мира и согласия, а также символ национального единства. Государственный праздник отмечают в каждом регионе нашей страны. Проводятся сотни мероприятий, где собираются представители всех народов России. Как и было сегодня на мероприятии, сказано о том, что у нас очень много районов, что все народы живут в единстве, в мире. И это правда. И это подтверждается тем, что сегодня вот собрали все национальности, все культурные центры, чтобы вместе, как единое целое, праздновать наш великий праздник День России. Праздник отмечают и в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Поздравил всех присутствующих представитель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагереев. Уважаемые друзья, коллеги, позвольте мне от имени Президиума Федерации профсоюзов Чеченской Республики поздравить всех нас поистине великим праздником Днем Российской Федерации. Безусловно, этот праздник является великим для всех, кто чувствует свою сопричастность со своей страной, со своим народом и готов приложить свои усилия, чтобы защитить свой народ, свою страну и сделать так, чтобы она дальше развивалась. Здесь же благодарственными письмами наградили представителей различных организаций, культурных центров и журналистов за высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Благодарственными письмами министерства награждаются Магомадов Адлан Эдуевич. От концертной программы фестиваля «Мир культуры народов Чеченской Республики» никто не остался равнодушным. В нее вошли музыкальные композиции не только народов Чеченской Республики, но и всей России. Россия наш общий дом, общий большой дом, а Чечня у нас родной дом. Поэтому я хотел бы поздравить всех с Днем России, пожелать им счастья, здоровья, чтобы мы всегда в торжественных моментах, в таких фестивалях вспоминали, что мы к какой-то нации принадлежим. А так мы общие граждане Российской Федерации. Сегодня у нас в министерстве отмечают великий праздник День России. На самом деле это очень грандиозный, очень один из самых знаковых праздников нашей великой страны. Я от всего сердца поздравляю всех россиян с этим праздником. Желаю мирного неба над головой, успехов в их работе, претворение всех их планов и всего самого наилучшего. В Чеченской Республике живут представители более 40 народов. Они сохраняют свои обычаи и язык, берегут традиционные ценности и воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма. Седа Хасиева, Мовсар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!